Вопросы студенческих стипендий, требования к мигрантам и льгот для военкоров обсуждают сегодня в России. Об этом поговорим сегодня в программе «Интервью». Здравствуйте, я представляю гостя в студии. Эдуард Сардаров, депутат Госсобрания Республики Башкортостан, представляющий фракцию ЛДПР. Эдуард Шеликович, здравствуйте. Здравствуйте. Итак, сегодня есть несколько инициатив, которые обсуждаются именно и в региональном отделении партии ЛДПР, а также и в основном, головном офисе. Расскажите, первая из них, наверное, касается студенческих стипендий. Я так понимаю, что уже учреждена стипендия имени Жириновского, не ошибаюсь? Да, совершенно верно. Раз мы заговорили про студентов, во-первых, пользуясь случаем, хочу поздравить их с Днем студента, который состоялся 25 января. Пожелать им веселой студенческой жизни, с одной стороны, и с другой стороны, чтобы они сполна как насладились студенческой жизнью, так и извлекли знания, чтобы в последующем добиться успехов в тех сферах, которые они выбрали. На самом деле партия ЛДПР уделяет очень большое внимание по благосостоянию студентов, чтобы у студентов был стимул развиваться, учиться. Первое, во-первых, лидер партии ЛДПР обратился к председателю правительства Мишустину с предложением учредить стипендию имени Владимира Вольфовича Жириновского. И должен сказать, что эта инициатива была поддержана, и с 1 сентября 2025 года будет выплачиваться такая стипендия особо отличившимся студентам по направлениям востоковедение и государственное управление. С другой стороны, мы подняли вопрос также о том, чтобы установить для студентов минимальную стипендию в размере не менее прожиточного минимума. Если смотреть те стипендии, которые на данный момент выплачиваются, то оно в районе 2500 рублей есть там, и так далее. То есть очевидно, что на такую стипендию тяжело прожить, тяжело уделять большое время именно учебе. Поэтому наша партия вышла с предложением установить минимальный размер стипендий в размере прожиточного минимума. На наш взгляд, это бы позволило стимулировать студентов для того, чтобы они учились, развивались и так далее. Надеемся, что эта инициатива будет поддержана. Мы внесли это в январе текущего года, данную инициативу. И еще один момент, насколько я понимаю, уделяется именно стипендия для молодых мам, именно которые ведут еще и студенческую жизнь, которые еще учатся. Верно понимаю? Да, вы имеете в виду, наверное, пособие по уходу за ребенком, да, которое выплачивается до 1,5 лет. Здесь тоже у нас есть инициатива. Мы вышли с предложением установить, во-первых, это касается не только студентов, всех молодых мам относительно того, чтобы установить размер этого пособия не менее 60% от среднего заработка, которое мама имела до выхода в отпуск по уходу за ребенком. На данный момент это 40%. Мы вышли осенью прошлого года с таким предложением, и уже мы в декабре от правительства услышали, что планируется в размере 50% от среднего заработка, но мы считаем, что имеет смысл и дальше двигаться в этом направлении, и 60% это позволило бы более или менее создать условия для того, чтобы молодые девушки, женщины хотели рожать, понимая, что могут обеспечивать ребенка, а не создавать некую финансовую подушку для того, чтобы потом выходить в отпуск по беременности и родам. При этом мы предлагаем, помимо того, что средний заработок, еще и установить минимальный размер данного пособия в размере не менее прожиточного минимума, опять-таки. На данный момент минимальный размер он составляет около 9000. То есть очевидно, что за эти деньги тяжело сосредоточиться на уходе за ребенком. Поэтому вот тоже надеемся, что эта инициатива будет услышана правительством. Один вопрос, который обсуждается сейчас не только именно во фракции ЛДПР, но в целом как-то на него на федеральном уровне обращают внимание, это именно вопросы, которые касаются мигрантов. И, насколько я понимаю, ваша партия, ваше политическое объединение как раз тоже в этом направлении работает и есть инициатива. Расскажите поподробнее. Да, наша партия всегда последовательно выступала за ужесточение правил миграции, регистрации мигрантов, потому что это очень большая проблема.
Вот для примера, справочно по данным МВД, на территории Российской Федерации находится порядка 790 тысяч нелегальных мигрантов. То есть те иностранные граждане, которые прибывают у нас на территории государства нелегально. И, соответственно, контроль над их деятельностью, регистрацией является очень важным. И в том числе оценка их действий в плане соблюдения законодательства. Во-первых, мы сейчас вышли с инициативой лидер партии Леонид Эдуардович Слуцкий, с инициативой относительно того, чтобы установить срок максимальный для регистрации мигрантов в хостелах и ограничить этот срок не более 1 месяца в течение 1 года. Другая инициатива связана с ужесточением ответственности для лиц, которые нарушают закон, при этом находятся на территории Российской Федерации нелегально. Ранее была в уголовную ответственность внесена норма о том, что статус нелегального мигранта является отягчающим обстоятельством. Сейчас пошли еще дальше и предлагаем, чтобы и административная ответственность тоже, если наступает в результате совершения правонарушения нелегальным мигрантом, то это будет расцениваться как отягчающее обстоятельство. Потому что мало того, что он находится незаконно на территории Российской Федерации, но еще и нарушает законы, которые действуют на территории Российской Федерации. Поэтому считаем, что введение данного отягчающего обстоятельства, оно положительно скажется на соблюдении закона мигрантами. Уделили внимание и нашим коллегам, которые сейчас работают в зоне СВО. Я сейчас говорю о военных корреспондентах. И выступаете с инициативой именно досрочного выхода на пенсию. Можно ли поподробнее? Да, совершенно верно. Мы считаем, что военные корреспонденты играют серьезную, значительную роль при освещении хода СВО, потому что востребована объективная информация зоны проведения СВО. При этом они рискуют своей жизнью, так же, как и военнослужащие, может быть, где-то в меньшей степени, поскольку напрямую не участвуют, но тем не менее подвергаются тем же опасностям, что и военнослужащие. Поэтому здесь партия ЛДПР вышла с инициативой относительно того, чтобы установить для них возможность досрочного выхода на пенсию. Для женщин это 50 лет, для мужчин 55 лет. При условии, что в течение 2 лет женщины и 3 лет мужчины выполняли редакционное задание на территории СВО. То есть это в Донецкой, Луганской, Запорожской и Херсонской областях. Соответственно, во-первых, данный признак период нахождения в этой зоне и наличие страхового стажа не менее 15 лет для женщин и не менее 20 лет для мужчин. Мы считаем, что это, скажем, укладывается в общую канву в том плане, что они нуждаются также в льготах, поскольку рискуют своей жизнью и работают на благо Родины. Эдуард Шеликович, как правило, любая партия ведет очень активную деятельность по приему граждан, именно общается напрямую. Вот с какими обращениями в основном сейчас в этот период обращаются жители республики? Да, приему граждан партия ЛДПР уделяет серьезное внимание. Должен сказать, что по поручению лидера партии Слуцкого проводится всероссийский прием граждан депутатами ЛДПР. То есть это все депутаты всех уровней, муниципальный, региональный, федеральный уровня. Они проводят прием граждан. Это не менее 2 раз в месяц. Вот если говорить о депутате Госдумы от Башкирии Иване Сухареве, то он принимает граждан по нескольким регионам, которые он курирует, 7 регионов. При этом у нас практикуется дистанционный прием граждан, в том числе. То есть в прошлую субботу он принимал вот как раз из 7 регионов. Что же касается тех вопросов, которые у нас обращаются на региональном уровне, это, во-первых, земельные вопросы,
Это коммунальное хозяйство. И есть обращение относительно того, что не могут найти близких, которые в зоне СВО пропали без вести там, и так далее. Здесь мы направляем соответствующие запросы. То же самое и по другим обращениям. Мы отправляем обращение в прокуратуру, там, где нарушаются права граждан. И достаточно эффективно, должен сказать, что этот механизм работает. Вот я приведу пример тоже. Недавно ко мне обратились граждане по как раз моему избирательному округу в Иглинском районе. То есть соседи приватизировали земельный участок, который фактически является местом общего пользования, и через него производится доступ к земельному участку, к дому, в котором заявительница живет, но зарегистрирована частная собственность. Я направил это обращение в прокуратуру, и прокуратура разобралась в этом вопросе, вынесла предостережение собственнику земельного участка, который ограничивает доступ, и, соответственно, организовала работу по переводу этого земельного участка в муниципальную собственность, как он не должен быть, то есть, поскольку это земли общего пользования. Вот такие обращения. И, насколько я понимаю, и также еще и открыто работает сейчас в эти дни выставка одного из активистов фракции ЛДПР. Да, совершенно верно. У нас есть такой активист Юлдашев, он сотрудник Национального музея Республики Башкортостан, помощник депутата Горсовета Уфы от ЛДПР. И он с октября принимает участие непосредственно в СВО. И вот он открыл выставку, она открылась 15 января, в которой представлено более 40 работ. Там запечатлены с Донецка фотографии, Мелитополя, с других городов. Очень интересно, поэтому я всех приглашаю посетить эту выставку, чтобы понять, во-первых, что там происходит, с чем люди сталкиваются в зоне СВО. Эта выставка продлится до 23 февраля, поэтому всех приглашаю, пользуясь случаем, посетить эту выставку. Эдуард Шаликович, спасибо огромное, что пришли сегодня к нам в студию, рассказали о тех инициативах, с которыми выступает партия ЛДПР, и пригласили на выставку. Это тоже полезно. Спасибо огромное. Спасибо. Это была программа «Интервью». Спасибо, что были с нами.